Добрый день, меня зовут Спиридонов Валерий. Я Ефремов Эрик. Тема нашего доклада – время с пользой. Создание собственного дела является важнейшим фактором экономического развития Республики Улуса. Развитие и привитие знаний малого бизнеса необходимо со школьных лет, так как он дает возможность при правильном выборе будущей профессии. Огромную выгоду семейному бюджету как для себя и Улуса. Целью является создание собственного дела с пользой для семейного бюджета. Из цели вытекают следующие задачи. Разработать бизнес-план «Время с пользой». Идеи и цели создания собственного дела. Этапы создания собственного дела. Реализация задуманных планов. Актуальность создания собственного дела важна как для экономики республики в целом, так и для подростка, который будет создавать благо для себя, семьи и общества. Методы исследования – это анализ рынка, анкетирование населения местности без и Хомстан, сравнение результатов с другими бригадами. Объект исследования – создание собственного дела, предмет исследования – оказание сезонных услуг. Настоящим бизнес-планом предусматривается оказание сезонных услуг, услуги очистка снега зимой, спашка земли весной, рыболовство летом и сбор и продажа ягод осенью. В связи с тем, что в наше время очень много людей заняты в течение дня на работе, пожилые, инвалиды и те, которые нуждаются в услугах и готовы за это платить. Свежие ягоды и питательная свежая рыба всегда пользуются спросом населения. Для сбора ягод и ловли рыб не у всех есть транспорт и инвентарь. Не хватает навыков и умений. Многие не знают, где это растет и где можно рыбачить. При проведении опроса населения местности Беси-Хомстах мы обнаружили, что только 30% жители могут обеспечить себя сами. Остальные нуждаются в таких услугах. Нужно изучить цены и опыт других бригад, рассмотреть аналогичный товар в других населенных пунктах. Производственный план. Необходим незатейливый инвентарь, пара лопат, рабочая одежда, рукавицы, мотоблок, ящики и пакеты для упаковки ягод рыбы, сети, спиннинг и сотовый телефон. Бригада из нескольких подростков или работа в одиночку. Свои услуги предлагаем не только частным лицам, но и мелким организациям. Заключаем договор с заказчиком, это важное дело. Там указываются сроки, оплата услуг, гарантия и качество работы. Прежде всего размещаем объявления в интернете, Инстаграм, WhatsApp, Telegram и местных печатных изделиях. В момент сильных снегопадов и резких отеплений, во время сезонной работы в огороде, сезон сбора ягод и сезонной рыбалки наши услуги актуальны и необходимы. Наша бригада состоит из 2 человек. Руководителем является родитель Спиридонова Вера Васильевна. Перед началом работы руководитель проводит инструктаж по технике безопасности. Мы расписываемся в журнале по технике безопасности, работаем под четким руководством и наблюдением нашего руководителя. Финансовый план. Услуга за очистку снега в среднем цене за площадь 500 рублей, сумма за один рабочий день 2000 рублей. Спашка земли 500 рублей, сумма за один рабочий день 3000. Рыболовство от 100 до 150 рублей. Сумма за один рабочий день 800-900 рублей. Сбор и продажа дикорастущих ягод 100 рублей брусника, красная черная смородина 500 рублей, земляника, клюква. За один рабочий день 3000-3500 рублей. В целом за год бригада подростков с руководителем может заработать около 50 000 рублей. Заработанные деньги, доход распределяем следующим образом. 30% денег выкладываем в развитие собственного дела, обучение на онлайн-курсах, в предпринимательство, обновление инвентарей, инвестируем в процентные вклады. 30% для больших целей, ноутбук, мотоцикл, поездки за пределы республики. 30% помощь бюджету семьи, 10% на кармане деньги, развлечения и
предвиденные нужды. Нужно осознать всю важность и ответственность открытия своего дела. Важно учитывать и психологические качества, устойчивость, целеустремленность, никогда не сдаваться, быть сильным и уверенным в себе. В работе была рассмотрена тема создания собственного дела во время с пользой. На основании всего вышесказанного можно сделать вывод. Бизнес-план оказания сезонных услуг требует большой работы и глубокого анализа конкуренции потенциальных заказчиков. Для республики развитие малого бизнеса очень важно. Чем больше доля малого бизнеса в государстве, тем лучше экономическое состояние. Самое главное для бизнес-плана – создать цели, которых мы хотим достичь благодаря своему бизнесу. Эти цели связаны не только с получением коммерческого эффекта, но и с удовлетворением потребностей населения.